Доброе утро, Республика! И вновь в эфире главного информационного канала НВК Саха. Вы видите программу «Новый день». В студии сегодня для вас Иван Луцкан. На календаре сегодня 8 октября, день недели вторник. И мы продолжаем вещать и радовать только вас. Кстати, сегодня день в истории был знаменателен тем, что в 1480 году началось Великое стояние на реке Угра между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата, закончившееся окончательным освобождением Руси от татаро-монгольского ига. Кстати, по народному календарю, если хорошая погода отмечалась сегодняшний день, 8 октября, то и стоять их целых 3 недели. Я вот заглянул немного наперед в прогноз погоды и обратил внимание, что завтра в Якутске ожидается такой сильный снегопад. Будет ли так или не будет, узнаем это только завтра. А еще говорилось, что если ветер будет дуть с севера, то к холодной зиме. Если с юга, то к теплой, а с запада к снежной. Ну давайте теперь обратимся к нашим синоптикам и сверим наш прогноз погоды с народными приметами. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах -4, -6, днем +3, +1. В заречных улусах -3, -7 было утром, +3, +2 будет днем в Заречье. На юге республики -2, -3 утром было, днем +5, +2. В Вилюйских улусах +1, -2, днем +4, +1. В Нижнеленских улусах -4, -6 было утром, днем +2, +1. На западе +2, +1 утром, днем +4, +2. В Колыму-Индигирских улусах -2, -7, днем от -2 до +2. В Янских улусах -5, -7, днем -1, -5 градусов. На северо-западе республики -3, -9 было утром, а днем +1, -2. В Якутске в 6 утра температура воздуха -3 градуса, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть в течение дня юго-восточный со скоростью 3,8 метра в секунду, а днем ожидается +1, +3 градуса. Но исходя из той народной приметы, что я озвучил выше, ветер в Якутске, по крайней мере, будет дуть юго-восточный. Юг означает тепло, а вот о востоке народная примета ничего не говорит. Поэтому будет, видимо, зима теплая, но с определенными сюрпризами. А какие сюрпризы были в новостных сюжетах, узнаем из информационной службы нашего канала «Новости». В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Внутреннее содержание парка будущих поколений обсудили в Якутске. Это будет современный образовательный центр, который объединит частные образовательные учреждения, нацеленные на развитие креативных и предпринимательских навыков у детей. Глава Якутии Айсан Николаев подчеркнул важность реализации проекта, который поможет преобразить столицу республики, сделать ее более современной и комфортной. По словам главного архитектора Якутии Ирины Алексеевой, разработка проектно-сметной документации завершится до конца этого года. Парк будущих поколений займет пустующую площадь в 79-м квартале города Якутска, примыкающую к территории кампуса Северо-Восточного федерального университета по периметру улиц Аюнского, Петровского, Белинского, Каландрашвили. И сегодня прорабатывается сметная стоимость строительства объекта. Да, говорить сегодня о стоимости финансирования еще рано. Проект продолжает совершенствоваться, сметы пока нет, но не стоит забывать, что акционерная компания «Алроса» – это в первую очередь социальный партнер. И потому мы очень заинтересованы в том, как проектируются изменения внешнего облика нашей республики. В Амиконском районе продолжаются работы по отсыпке автозимника к селу Терють. Оно по праву считается труднодоступным. Терють расположен между двух рек Индыгирка и Эльги, и в период паводка и ледостава село полностью отрезано от внешнего мира. Из 22 километров сегодня готовы 20,5. На участке работает 10 единиц техники, закуплены водопропускные сооружения. Оставшийся участок сильно заболочен, что затрудняет ход работ. В основном сложность, там болота очень много.
Проект, который сделан был, это был 10 лет назад, это проект. А вы знаете, погода 10 лет ничего не сможет угадать. Планируем закончить до 5 ноября. 1,5 километра осталось, чтобы дойти до Тирюта. Сельхозпредприятия Амгинского улуса пополнились новой техникой. Оборудование приобрели в рамках подпрограммы развития кормопроизводства. Это государственная поддержка по линии Министерства сельского хозяйства Якутии. За весь период действия данной подпрограммы в сельхозпредприятие района прибыло 45 единиц техники. А накануне ключи от новых тракторов получили 5 организованных предприятий и 1 крестьянское хозяйство. Программа называется «Кормопроизводство». С Минсельхоза идет софинансирование 50%. Также у нас софинансирование шло с улуса, самги, самыра Амгинского улуса и с наслегов предприятий, которые приобрели. Ну, сегодня трактор приобрели 6 хозяйств нашего улуса. Да, это организованные сельхозпредприятия и 1 хозяйство, как крестьянское фермерское хозяйство, но оно крупное. Сегодня день якутского телевидения. Ровно 56 лет назад вышла первая регулярная программа. Сегодня национальная вещательная компания «Саха», одна из крупнейших региональных теле- и радиовещательных компаний России, она была создана указом президента Якутии 3 марта 1992 года. Информационный телеканал «Якутия-24» начал вещание 1 февраля прошлого года. Масштабная модернизация производства позволила НВК «Саха» перейти на новый качественный уровень теле- и радиовещания. В Якутии стартовал региональный чемпионат «Обилимпикс». Это соревнование профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет проходить в Якутске и Нерюнгри до 13 октября на базе профессиональных образовательных организаций. В региональном этапе примут участие 134 конкурсанта в 3 возрастных категориях. Это школьники, студенты и специалисты. Чемпионат «Обилимпикс» пройдет по 18 компетенциям. Это кондитерское дело, предпринимательство, медицинский и социальный уход, мультимедийная журналистика и многое другое. 1000 дней до старта. В Усть-Алдане запустят обратный отсчет до 30-х спортивных игр народов Якутии. Сегодня в Барагонцах пройдет крупный форум, где будут чествовать победителей и призеров прошедших игр в Амге. Также проведут дискуссионную площадку по благоустройству территорий и издательству книг. В этот же день состоится совещание оргкомитета, на котором обсудят ближайшие планы по подготовке к играм. К этой минуте у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь. Спасибо, коллеги. А мы продолжаем. Я хочу напомнить телефон в нашей студии 8 914 279 22 62. Это номер для ваших WhatsApp-сообщений. Отправляйте их. По возможности я зачитаю ваши поздравления, какие-то новости, приглашения на интересные мероприятия. Вот, кстати, из новостей мира WhatsApp и мира официальной информации. Из холодного Якутска на жаркий остров Хайнань. В конце октября у жителей республики появится возможность отдохнуть в тропиках и не тратить много времени на дорогу. Национальная авиакомпания «Якутия» начинает выполнять рейсы в Санью. Это популярный курорт Китая на берегу моря, где круглый год лето, продолжительность туров 1, 2 и 3 недели. Причем стоимость отдыха в апартаментах уровня 5 звезд сравнима с ценой в 3-звездочных отелях. Продажа туров уже началась. Подробности можно узнать в любом туристическом агентстве города Якутска. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Также для тех, кто собирается подписаться на какие-то периодические издания, для вас проводит Почта России уникальную акцию. С 3 по 13 октября Управление Федеральной почтовой связи Республики Саха-Якутия совместно с Почтой России проводит всероссийскую декаду подписки на второе полугодие 2020 года. И сегодня в главпочтамте по улице Дзержинского с 10 до 5 часов пройдет День единого подписчика, где все желающие могут оформить подписку по льготной цене и без очереди. Самых активных подписчиков ждут памятные призы.
А теперь переходим к еще одному информационному блоку для тех, кто ищет работу. Предлагаем вакансии, которые сейчас располагаются на территории города Якутска, и предлагает их Центр занятости населения. Внимание на экран. Требуется разнорабочий без предъявления к образованию, стажу работы и без вредных привычек. Зарплата от 30 тысяч рублей. Требуется заведующий отделом по маркетингу и сбыту продукции, заведующий магазином по продаже спецтехники, образование техническое, знание 1С программы управления торговлей, организаторские способности, порядок проведения инвентаризации. Зарплата 35 тысяч рублей. Требуется официант и официант-бармен без предъявления к образованию, стажу работы, без вредных привычек. Зарплата от 35 тысяч рублей. Более подробную информацию об этих вакансиях, о тех организациях, которые предлагают эти вакансии, вы можете узнать в Центре занятости населения города Якутска по адресу Петра Алексеева, 6/1. Так что обращайтесь, и если понравится, то трудоустраивайтесь. А мы продолжаем. Есть такой сайт www.usinovите.ru, где размещен федеральный банк данных о детях, которые остались без попечения родителей. Благодаря этому сайту более 100 тысяч детей уже нашли себе родной дом. Международный фонд «Дети Саха-Азия» совместно с телекомпанией НВК «Саха» продолжает добрую традицию и рассказывает о тех детях, которые нуждаются, возможно, в вашей поддержке. И увидев наш сюжет, возможно, вы проникнетесь этим чувством и возьмете себе этого ребенка в семью. Продолжение «Пусть мама придет». Знакомьтесь, Святослав, ему 2 года. Из-за проблем со здоровьем мальчик малоподвижен. В основном сидит в кресле качалки, любит лежать. Голову держит, но недолго. Ест только протертую пищу, однако аппетит хороший. Любит погремушки. Мальчик всегда радуется общению. Вовсю улыбается в ответ на эмоциональные отношения и тактильный контакт. Внимательно присматривается к взрослым, которые с ним разговаривают. С удовольствием любит слушать сказки. Святослав нуждается в постоянном уходе и ждет любящих и заботливых маму и папу. Харистанка умная девочка, да, вот она умная девочка. Она с характером еще девушка. Да, могу проснуться с плохим настроением, а могу с хорошим, скажи, да? Такая это у нас. Да. Вот. Слышишь, девушка? Слышишь, возьми солнышко, возьми солнышко. Вот какая хорошая девушка, да, Христана? Христана, имя хорошее же. Да, Христана. Знакомьтесь, Харстана. Малышке почти 9 месяцев. Очень общительная, эмоциональная и открытая девочка. Любит, когда ее обнимают и играют с ней. Много улыбается и гуляет. Харстана очень подвижная, сама переворачивается, с опорой сидит. Получает курс массажа. Это укрепляет мышцы и хорошо влияет на ее развитие. Христана замечательная девочка, и мы очень надеемся, что она обретет семью. А мы продолжаем наш эфир. Опять же напоминаю, телефон в нашей студии 8 914 279 22 62. Отправляйте ваши WhatsApp-сообщения, а по возможности зачитаем их в прямом эфире, в котором мы для вас работаем. Еще полезная информация из области того, как сэкономить. Хватит греть улицу или как не переплачивать за отопление.
Как сообщает российская газета, оказывается, по оценкам экспертов, 15-20% платежей за отопление приходится на то тепло, которое нам не нужно, а поэтому уходит в открытую форточку. Как же уменьшить этот поток? Самое простое, казалось бы, решение – это регулировать подачу теплоносителя в каждую квартиру и платить ровно столько, сколько тепла получено. Но установить персональные счетчики, порой даже вот в тех домах, которые у нас стоят в Якутске, это крупнопанельные дома, не представляется возможности, потому что общий стояк, сложно сделать ответвление и так далее. Так что должны сделать жильцы для достижения этой заветной цели? Во-первых, придется договориться на общем собрании. Предстоит найти подрядчика, который установит соответствующую регулирующую аппаратуру. Если поручить это управляющей компании, то есть надо договориться о том, что регулировка будет подачи тепла, и это надо все согласовать между собой, собственником жилья. Возможны две схемы. Первая – энергосервисный контракт. Но пока такой формат недостаточно распространен. Второй путь – провести энергоэффективный капитальный ремонт. Не просто заменить инженерное оборудование, а поставить индивидуальный тепловой узел, регулирующий аппаратуру. Вопрос здесь упирается только в деньги. Всем жильцам нужно собраться и принять решение о дополнительном платеже, чтобы экономить в будущем. А вот если деньги копятся на спецсчете дома, то есть шанс получить господдержку для проведения таких работ. Также можно субсидировать процентную ставку, если взять кредит на эти нужды. Для этого стоит отправить заявку в Фонд содействия реформирования ЖКХ. ЖКХ-контроль оказывает бесплатное содействие в плане расчета энергоэффективности и подготовки заявок. Вот таким способом можно хоть как-то сэкономить на тепле, потому что плата за отопление, наверное, одна из самых больших плат в квитанции за квартплату. Сегодня, 8 октября, якутское телевидение отмечает 56 лет. Хочется поздравить всех своих коллег с этим замечательным праздником. 56 лет назад появилась первая программа якутского телевидения. Конечно, были вложены немалые средства, немалые творческая натура тех людей, которые создавали первую программу. Как поздравляют люди просто на улице в нашем следующем сюжете. С праздником! Других сотрудников поздравляю с Днем телевидения, желаю творческих успехов, счастья и благополучия в личной жизни. Поздравляем с Днем якутского телевидения телекомпанию НВК «Саха». Это очень хорошая телепередача, которую мы смотрим всей семьей. И я думаю, что все семьи смотрят, причем несколько поколений. Мы узнаем интересные новости, многому учимся. С днем рождения якутское телевидение. Желаю всего хорошего, успехов в телевидении. С удовольствием поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого хорошего. Молодцы! Спасибо за такую оценку, а мы переходим далее. С чего все начиналось? Всего 2 этажа и небольшая студия. Вот именно с этого и начиналась история якутского телевидения. Ну а сегодня это не только 5-этажный корпус, теледом и целых 4 студийных павильона. С чего же все-таки начиналась сама история якутского телевидения, расскажет сюжет моей коллеги Катерины Винокуровой. 60 минут эфирного времени, 70 человек в студии. 8 октября 1963 года впервые в республике телезрители увидели картинку на голубом экране не из далекого центра, а из родного Якутска. А недели ранее, 1 октября, телецентр был принят в постоянную эксплуатацию. Именно с этого дня начинается история дома национального телевидения. Якутская студия телевидения начала свое вещание и стала по счету 115-й в стране. Руководители автономной республики поздравили телезрителей, строителей, связистов и сотрудников комитета с официальным открытием. Это были 2 этажа и небольшая студия. Со временем эти 2 этажа превратились в 3. Привычное всем жителям республики 3-этажное бело-голубое здание простояло вплоть до 2010 года. Но уже в 2011 году здание национального телевидения преобразилось. Выросло на 2 дополнительных этажа, на 2000 квадратных метров. И вот 11 числа 11 месяца 2011 года было введено в эксплуатацию новое здание.
А это самая первая студия якутского телевидения. Аппаратно-студийный блок номер 1. Изначально он предназначался для выступления лишь одного диктора. Однако вскоре здесь мог поместиться и хор, и оркестр количеством до 70 человек. Аппаратно-студийный блок «Новости» вплоть до начала этого года был единственным, откуда вещала информационная программа «Якутия». 1 февраля этого года начал вещание новый информационный канал «Якутия-24», который был создан на базе Саха-24. Концепция канала была полностью изменена и перешла с информационно-развлекательного вещания на 100% информационный формат. 1982 год был знаменателен тем, что появилась первая ПТВС – передвижная телевизионная станция. Это был настоящий технологический прорыв. Так появилась возможность производить видеозапись на живой натуре, и черно-белый мир экрана стал цветным. Сегодня национальное телевидение – это круглосуточное цифровое вещание. Компания включает в себя 3 канала – НВК «Саха», «Мамонт» и «Якутия-24». А это более 400 сотрудников, выпускающих десятки проектов каждый день, которые продолжают творить историю якутского телевидения. А к нам приходят поздравления с этим замечательным днем от вас, дорогие телезрители. Одно из них: поздравляю всех наших коллег с Днем телевидения. Желаем успеха, счастья и здоровья. Сообщений достаточно много, все не успею зачитать, но благодарны вам за эти сообщения. Напоминаю, телефон студии 8 914 279 22 62, куда вы можете отправлять ваши WhatsApp-сообщения. Как видите, по возможности я их зачитываю. А мы продолжаем получать поздравления не только от вас, дорогие телезрители, но и от наших коллег, которые сейчас сменили место жительства, но продолжают работать в сфере телевидения. Это моя коллега, напарница, с которой мы прошли огонь, воду и медные трубы, Ларина Сукуева. Ей слово. Мою родную, мою любимую работу поздравляю с днем рождения. 56 лет, и 15 из них я вместе с вами. Ужасно скучаю по НВК «Саха», по прямым эфирам, по коллегам и, конечно же, по телезрителям. Вы самые преданные, благодарные и активные телезрители в мире. Помнится, каждое утро наш студийный WhatsApp номер буквально разрывался от ваших сообщений. Всегда с прекрасными, радостными новостями и пожеланиями. Спасибо вам за это. Надеюсь, вы меня не потеряли. Я нахожусь в длительном отпуске, и с вами мы увидимся лишь в следующем году. Удачи, радости, здоровья, счастья и всего вам хорошего. Спасибо, Ларине, мы тебя ждем. Надеюсь, через год ты вновь будешь стоять здесь, рядом со мной, и мы будем продолжать радовать людей. И как у Ларины была коронная фраза, это утренние жаворонки. Вот сегодня остался пока один утренний жаворонок, который вам передает привет и благодарит Ларину за теплые слова и поздравления. Ну ладно, мы ведущие, да, вы нас постоянно видите, постоянно мы с вами общаемся, на улице встречаемся. Но есть люди, благодаря которым вы видите, собственно говоря, всю эту картинку. Это бойцы невидимого фронта, это операторы, которые создают всю атмосферу на телевидении. И сегодня хочу предоставить слово им, человеку, можно сказать, ветерану якутского телевидения, Литвинцеву Валерию Степановичу. Доброе утро, Валерий Степанович. Доброе утро. Как сегодня настроение? Ну, нормальное настроение. Как всегда, рабочее? Конечно. В наушниках что, песенки? Ну, нет, слушаем режиссера. Команды? Конечно. Валерий Степанович, с чего начиналась работа, почему пришел на телевидение? Да ты знаешь, Иван, как-то все случайно получилось. В 69 году закончил среднюю школу, ну и нужно было куда-то устраиваться работать. А я здесь жил рядом, буквально 2 минуты ходьбы. Ну и узнал, что здесь есть место осветителя. Ну, пришел, взяли меня осветителем. Думаю, ну, поработаю, а там, ну, дальше видно будет, что. Ну, где-то год поработал осветителем, потом освободилось место оператора в группе. Ну, взяли меня в эту группу ассистентом оператора. Вот. Ну и вот как-то так получилось, что задержался здесь на 50 лет. Получается, ровесник якутского телевидения? Ну, не совсем. На 6 лет всего лишь. Да. Что удалось за это время увидеть, возможно? И, наверное, и техника была совершенно другая. Ну, естественно, техника была другая. Мы же работали раньше
в АСБ-1, как мы сейчас называем, маленький павильон, ты знаешь, он, да? Ну, там стояли 3 камеры, и все. Не было у нас выездной техники никакой. Вот, работали в этом павильоне постоянно. Но интересно, да, почему понравилось, что постоянно какие-то люди, знаменитые артисты, там, спортсмены, космонавты, политики. Где вот так еще увидишь их, да? Вот, а постоянно приглашали в эту студию. Ну, а кого удавалось вот, снимать из таких известных, знаменитых людей, может, сейчас современников? С кем вот удавалось пересечься через камеру объектива? Ну, я не знаю, ну, можно сказать, ладно. Ну, Путин приезжал к нам, снимал. Ну, Ельцина снимал. Ну, космонавты, Комаров, там, ну, в общем, ну, много-много людей, сейчас просто все это не вспомнишь. Вот. А потом у нас появились телевизионные комплект, вот ТЖК, да, и начали мы выезжать уже и по республике. Практически я объездил всю республику вот, с этими камерами. Ну, интересно вообще, довольно-таки интересно. Можно уже целый фильм снимать о жизни. Ну, можно. Не задумывались никогда? Нет, не задумывался. Но у нас есть еще один оператор, его зовут Михаил Тартакыров. Михаил, доброе утро, как настроение? Ну, нормально, рабочее настроение. А что вас привело непосредственно в Мне профессию оператора? тоже как-то случайно в 91-м осветителем решил работать и вот остался. Что главное, наверное, в работе оператора, на ваш взгляд? Ну, чтобы кадр, хорошие, интересные кадры поймать, снимать. А вот что такое интересный кадр, допустим? Может быть, необычного ракурса, Да, фокуса? вот так. Что важно для оператора? Это вот, может, образование какое-то или творческий подход? Ну, по-моему, творческий подход больше всего. Во сколько встаете, чтобы прийти сюда? Ну, я-то вот сейчас в студию стою-то в 5 уже. Ну, и так привыкли вставать раньше, рано. Вот удавалось вот с разной техникой работать? Как можно сравнить? Чем было преимущество там, старой, новой техники? Я сперва начал на кино снимать. Раньше у нас кино было. Вот Арсен Зверь меня учил на кино снимать. Вот потом вот телеоператором стал. Вот эти лучше новые камеры или все-таки старые, они передавали какую-то определенную атмосферу? Ну, сейчас-то техника современная лучше, конечно, чем те. Коллеги, хочется поздравить вас с этим праздником. Может быть, Валерий Степанович, есть какие-то слова пожелания с коллегам? Ну, пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег с нашим профессиональным праздником, пожелать новых творческих успехов, новых проектов интересных, здоровья, благополучия в семье, ну и достойной зарплаты. Так, руководство НВК, надеюсь, все услышало. Ну а мы продолжаем. Кстати, у нас есть еще один оператор, Павел Константинов. Вот он на нас там смотрит через камеру объектива. Павел, по машинам. Вот, у него тоже хорошее настроение сегодня с утра, потому что у него сегодня праздник. Еще раз я напомню, телефон в нашей студии 8 914 279 22 62. На него можете отправлять ваши WhatsApp-сообщения, поздравления, возможно, какие-то новости. Ну а пока мы прервемся на короткую рекламную паузу. После этого мы познакомимся с тем, как прошла российская энергетическая неделя, и поговорим мы с министром жилищно-коммунального хозяйства республики. Также узнаем, как зарегистрировать свой бизнес и где получить абсолютно бесплатно эту консультацию. И также поговорим об развитии IT-индустрии в Якутии. Так что оставайтесь с нами. Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представляет шоу «Под дождем 2. Дышу тобой». Только 9 октября в Доме дружбы народов имени Кулаковского с 19 часов. Ждем вас. Справки по телефону 32 82 96. Иебар Бусирге. Андойты. Аннала. Ананнын кинеха. Барабыт мақталар. Бусирге тереппит. Бұл күні көрдерпит. Бихеха иебит. Күн тәңе кехебит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна балет театрга. Ие мичәре концерты программаға иңрабыт. Күнді иелер бит. Күнді тапталлах әбәлер бит. Чәген болун. Жаулах болун.
Саха-концерт агентства Үбілейләк тәрәхінлергер үңіра 6-11 күнігер Триумф спорт кейінігер Модерн токинг бөлі қатыламмат Сол боллубат, умнуллубат рехета Томас Андерс Жокускайгар соны саватақ кәнсері 6-12 күнігер Өксігіләғі lökсаятының культура кейінігер Россия самай атыр бүт иллюзияния Александр Муратаев Пелер номоққа кирбет секрет шоута 6-12 күнігер Опера онна балет театрыға Саха страдатын чулуттан чулулара Бастыңтан бастыңлара Саха-концерт агентства Сүрбәге сылустата Бастакы ванна бастың. В торговом доме СРБК шикарная греческая соболиная шуба по очень приятной цене. Роскошь стала доступней. СРБК. СКА Мебель осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской армии 30. Телефон 700 590. Добро пожаловать в новый день, и мы продолжаем. Сегодня 8 октября, день недели, вторник. Глава Якутии Айсен Николаев 2 октября принял участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя», на котором выступил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Пленарное заседание стало одним из важнейших событий для руководителей ведущих мировых компаний, отраслевых объединений, министерств, ведомств, авторитетных специалистов и экспертов, словом, тем, кто задает контуры будущего глобальной энергетики. Глава государства отметил, что в этом году форум собрал рекордное количество участников. Это 10,5 тысяч представителей 200 крупнейших компаний из 80 стран мира. Одним из участников этих мероприятий стал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников. Он сегодня у нас в студии. Доброе утро, Дмитрий Дмитриевич. Доброе утро. Что удалось обсудить на энергетической неделе? Ну, действительно, со 2 по 5 октября в Москве проходил Российская энергетическая неделя, которая проходит 7-й раз. Она, как РЭН, называется уже 3-й раз. И надо сказать, что действительно там в эти дни, конечно, Москва стала центром, скажем, первых, скажем, новостей по энергетике. Безусловно, как вы отметили, нам очень много было самых таких первых лиц, которые являются топ-менеджерами ведущих компаний энергетики, топливно-энергетического комплекса и глав субъектов. Нашу делегацию возглавлял наш глава региона Арсений Сергеевич Николаев, был первый заместитель председателя правительства Алексей Засимович Колодезников. И проходили очень много мероприятий, части, скажем, сессий, диалогов, разного рода подведения итогов. И надо отметить, что республика достойно выступила на этом международном форуме. Вот какие встречи удалось провести? Ну, во-первых, глава выступил на 2 сессиях. Это касаемо будущего угля, угольной промышленности и также по экологии. И это очень здорово. На самом деле энергетики выступали, скажем, с разных ипостасей. Это части угля, газа, атомной энергетики, возобновляемых источников энергии, ну и, конечно же, нефти. И, безусловно, то, что наш глава региона выступает на таких сессиях и его определяют как выступающего, это дает, как говорится, оценку, то, что наш глава, конечно же, пользуется большим авторитетом среди федеральных органов и федеральных структур. Отмечу, что данный форум организатором является Министерство энергетики и Московская область. И это очень здорово. Вот как раз-таки в новостной ленте была проинформирована общественность о встрече главы республики с руководителем компании «Росгидро» господином Шульгиновым. Вы тоже на этой встрече присутствовали. Что удалось обсудить? Ну, компания «Росгидро» — это дочернее предприятие компании, является у нас Якутэнерго, Саха-энерго, ну и другие, которые работают на территории республики. И, безусловно, обсуждали мы тему энергетики, работы энергетиков на территории республики, в частности,
обсуждали даже точечно, да, скажем, такие где как поселка Депутатский, Черского. И, конечно, есть определенные вопросы друг к другу, но я считаю, что такие встречи они необходимы. И с руководством Росгидро Арсений Сергеевич не понаслышке знаком. Мы обсуждали даже создание ИТСП, который должен работать в городе Якутске при слиянии теплоэнергии, да, компании ООО «Теплоэнергия» и Якутской ТЭЦ. И здесь, конечно, как и любые начала, вопросов много. Это теплоснабжающее единое предприятие. Единое предприятие, которое будет работать на территории города Якутска. А вот премия «Медиатек», какие результаты по ней? Здесь я отмечу, что Министерством ЖКХ были собраны 12 работ, из них 8 направлены Российской энергетической неделе, 5 из них стали победителями. В том числе это пресс-служба, скажем, работы ПАО «Якутсэнерго», это и наш медиа-холдинг и ВГТРК России. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить коллег ваших тем, что освещая энергетику, работу энергетиков, они становятся победителями таких больших форумов. Был еще молодежный день. Какие проекты ребята представляли? И в молодежном форуме нынче Якутия выступила отдельной командой. И одном из проектов наша команда заняла тоже 3-е место. Я считаю, что это тоже достойная победа. Да, теперь уже от нас поздравления вашей команде, то, что она добивается больших успехов под вашим руководством. Хочется пожелать удачи, и чтобы топливно-энергетический комплекс республики, жилищно-коммунальное хозяйство республики всегда работало на ура и никаких сбоев, аварий не случалось. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Хочется пожелать вам удачи. Спасибо. А мы продолжаем наш эфир. У нас в студии еще одни гости. Это Сычевская Наталья Афанасьевна, она начальник Центра выращивания проектов Центра «Мой бизнес», и Федорова Айселина Андреевна, менеджер оказания услуг этого же Центра «Мой бизнес». Ну и, наверное, первый вопрос, Айселина, а вам что за центр, какие услуги вы предоставляете? Центр «Мой бизнес» — это место, где предприниматели, граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут получить в режиме одного окна все необходимые услуги. Вот какие это услуги, например? Это более 100 государственных и муниципальных услуг и институтов государственной поддержки. Мы предоставляем финансовую, имущественную, образовательную поддержку. То есть это абсолютно бесплатно для кого? Для индивидуальных предпринимателей, для субъектов малого предпринимательства или юрлиц. Ну вот, допустим, если я только хочу создать свой бизнес, я еще не зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, могу ли я к вам обратиться? Да, конечно. Мы консультируем. Также после консультации вы можете обратиться так и очно, так и позвонив на горячую линию Центра «Мой бизнес». Это 8 800 158 80. Также задать вопрос через наш сайт portal.b14.ru. Также подойти на очную консультацию на Кирова 17, блок Б. А вот сейчас в последнее время я смотрел тоже в средствах массовой информации, меняется правило регистрации ИП, сейчас можно их вообще дистанционно вроде бы зарегистрировать. Вот какие документы все-таки необходимы для того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем? Для регистрации индивидуального предпринимателя нужно иметь паспорт с собой, знать свой ИНН и заполнить заявление установленной формы. Это предоставляется на бесплатной основе в течение 6 рабочих дней. Ответ получаете у нас, в нашем офисе. То есть можно сразу к вам прийти? Да, конечно. Да, с пакетом документов сдать и, в принципе, все можно получить. Но, допустим, ситуация бывает разная. Я не в Якутске, к примеру, я хочу зарегистрировать свой ИП где-нибудь в Улусе. Есть ли представительство у вашего центра и в каких районах? У нас есть представительство в Алданском, Нюрбинском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах. Также в течение этого года планируется открытие в 6 районах. А вот по расположению в городе Якутске вы где располагаетесь? Вы вроде переезжали недавно. Также повторюсь, мы находимся улица Кирова, 18, блок Б, 1-й этаж. А режим работы? Мы работаем с 9 до 6, с обедом с часу до 2. Наталья, вот честно, меня удивила ваша должность, вот слово выращивание, да, проектов. Что подразумевается под этим словом?
Так, ну, значит, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы нашим центром с июня текущего года, да, начата реализация мероприятий по выращиванию субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель – это, значит, повышение конкурентоспособности, их технологической готовности, да, какой-то, а также поддержка и развитие их в качестве потенциальных поставщиков, крупных заказчиков, а также государственных и муниципальных учреждений. Да. Вообще выращивание представляет собой разработку и содействие, да, в реализации комплекса мер. Это финансовая, имущественная, информационная, маркетинговая, консультационная и иная, да, поддержка. Вообще итогом реализации должно стать это повышение активных, экономически стабильных предприятий, да, которые выпускают конкурентоспособную, да, продукцию, которая пользуется спросом. То есть, допустим, предположим, вот я стал индивидуальным предпринимателем или зарегистрировал ООО, я так понимаю, да? Да. Да, пришел к вам, и вы мне полностью можете подсказать, как правильно мне выстроить свой бизнес, провести кампанию по рекламе этой продукции. Ну, вообще, да, участниками мероприятий по выращиванию могут стать предприниматели, которые занимаются производством продукции. Но необходимо для этого пройти отбор на соответствие определенным критериям. Да? Также одним из условий является это наличие в номенклатуре производимой продукции позиции, которые включены в реестр приоритетной продукции Федеральной корпорации МСП. А вот какие это хотя бы? Ну, позиций очень много, более 4000 позиций. Вот основные, да? допустим. Ну, основные, это абсолютно разные, да, это может быть и производство каких-то там, я не знаю, инновационных, да, каких-то продуктов, которые могут отвечать программам импортозамещения, да, каких-то крупных заказчиков. Это может быть и производство хлеба, да, это может быть и строительство, производство, я не знаю, там, постельного белья и так далее. А кто может стать участником этой программы? Есть ли какие-то временные сроки по подаче заявок? Сейчас у нас как раз и идет прием заявок. Он у нас продлится до 30 октября. Значит, заявки вы можете подать через наш портал малого и среднего предпринимательства Республики Саха-Якутия. Это portal.b14.ru. Ну или за более подробной консультацией, да, за более подробной информацией вы можете обратиться по телефону 21 93 63. А еще какие центры оказывают услуги? Ну, помимо представленных вот государственных и муниципальных услуг, а также услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства, наш центр «Мой бизнес» оказывает ряд других услуг, да, скажем, такие услуги, как разработка бизнес-планов, техника экономических обоснований. Также у нас представлены такие интересные услуги, как юридическое, бухгалтерское сопровождение предпринимателей. Если вот смотреть с точки зрения продвижения продукции, да, то мы оказываем такие услуги, как разработка сайтов, размещение рекламных баннеров в сети интернет, разработка видеороликов и так далее. Спасибо большое за то, что подошли к нам в студию. У нас были представители центра «Мой бизнес» и рассказали о том, как получить предприятиям малого и среднего бизнеса определенную поддержку абсолютно бесплатно. Спасибо вам большое и доброго вам утра. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу и далее продолжим. Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представляет шоу «Под дождем 2. Дышу тобой». Только 9 октября в Доме дружбы народов имени Кулаковского с 19 часов. Ждем вас. Справки по телефону 32 82 96. Еба Бусирге. Ананның кенеха. Барабыт мақтала. Бу сирге төрөппүт. Бу күнү көрдөрпүт. Бихеха иебит. Күн теңе кехибит. Алтынне 19 күнүгер. Опера онна балет театрга. Ие мичәре концертный программага ыңырабыт. Күндү иелербит. Күндү тапталлах әбәлербит. Чеген болун. Жаулах болун. Саха концерт агентства юбилейдәк тәрәһеннәргә ыңыра. 6-11 күнүгәр. Триумф спорт кинигәр. Модерн токинг бөлө катыламма. Сол боллуба, уннуллуба тирәһәтә. Томас Андерс. Жокускайган соны саватак кенсере. 6-12 күнүгәр. Өксөгүләгә лөксәятының культура кинигәр. Россия самай атыр бит иллюзияния. Александр Муратаев. Белер номокка кирбит. Секрет шоуда. 6-12 күнүгәр. Опера онна балет театрыга. Саха эстрадатын чулуттан чулулара. Бастыңтан бастыңлара.
Саха-концерт агентства. Сүрбеге сылустата. Бастакы ванна бастың. В торговом доме СРБК шикарная греческая соболиная шуба по очень приятной цене. Роскошь стала доступней. СРБК. СКА Мебель осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской армии 30. Телефон 700 590. Доброе утро. Я напоминаю, что сегодня 8 октября, вторник. Якутское телевидение отмечает 56 лет. И к нам приходят ваши поздравления. Поздравляем с профессиональным праздником вас. Каждое утро начинается с НВК. Очень приятно это слышать. Здравствуй, уважаемые друзья. Поздравляем с Днем телевидения. Желаем всего хорошего, благополучия. Зовут телевизионщика. Вот постоянные наши зрители, которые постоянно нам пишут. Это Галина Петровна и Гентей Титовы, села Фингулю. И вам тоже большой привет. Спасибо за то, что вы вместе с нами. А сейчас слово хочу передать информационной службе нашего канала «Новости». В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Внутреннее содержание парка будущих поколений обсудили в Якутске. Это будет современный образовательный центр, который объединит частные образовательные учреждения, нацеленные на развитие креативных и предпринимательских навыков у детей. Глава Якутии Айсан Николаев подчеркнул важность реализации проекта, который поможет преобразить столицу республики, сделать ее более современной и комфортной. По словам главного архитектора Якутии Ирины Алексеевой, разработка проектно-сметной документации завершится до конца этого года. Парк будущих поколений займет пустующую площадь в 79-м квартале города Якутска, примыкающую к территории кампуса Северо-Восточного федерального университета по периметру улиц Аюнского, Петровского, Белинского, Каландрашвили. И сегодня прорабатывается сметная стоимость строительства объекта. Да, говорить сегодня о стоимости финансирования еще рано. Проект продолжает совершенствоваться, сметы пока нет, но не стоит забывать, что акционерная компания «Алроса» – это в первую очередь социальный партнер. И потому мы очень заинтересованы в том, как проектируются изменения внешнего облика нашей республики. В Абиконском районе продолжаются работы по отсыпке автозимника к селу Тирють. Оно по праву считается труднодоступным. Тирють расположен между двух рек Индегирка и Эльги, и в период паводка и ледостава село полностью отрезано от внешнего мира. Из 22 километров сегодня готовы 20,5. На участке работает 10 единиц техники, закуплены водопропускные сооружения. Оставшийся участок сильно заболочен, что затрудняет ход работ. Основном сложность, там болота очень много. Проект, который сделан был, это было 10 лет назад, это проект. А вы знаете, погода 10 лет ничего не сможет угадать. Планируем закончить до 5 ноября. 1,5 километра осталось, чтобы дойти до Тирюта. Сельхозпредприятия Амгинского улуса пополнились новой техникой. Оборудование приобрели в рамках подпрограммы развития кормопроизводства. Это государственная поддержка по линии Министерства сельского хозяйства Якутии. За весь период действия данной подпрограммы в сельхозпредприятие района прибыло 45 единиц техники. А накануне ключи от новых тракторов получили 5 организованных предприятий и 1 крестьянское хозяйство. Программа называется «Кормопроизводство». С Минсельхоза идет софинансирование 50%. Также у нас софинансирование шло с улуса, самги, самыр Амгинского улуса и с наслегов предприятий, вот, которые приобрели. Ну, сегодня трактор приобрели 6 хозяйств нашего улуса. Да, это организованные сельхозпредприятия и 1 хозяйство, как крестьянское фермерское хозяйство, но оно крупное.
Сегодня день якутского телевидения. Ровно 56 лет назад вышла первая регулярная программа. Сегодня национальная вещательная компания «Саха», одна из крупнейших региональных теле- и радиовещательных компаний России, она была создана указом президента Якутии 3 марта 1992 года. Информационный телеканал «Якутия-24» начал вещание 1 февраля прошлого года. Масштабная модернизация производства позволила НВК «Саха» перейти на новый качественный уровень теле- и радиовещания. В Якутии стартовал региональный чемпионат «Обилимпикс». Это соревнование профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет проходить в Якутске и Нерюнгри до 13 октября на базе профессиональных образовательных организаций. В региональном этапе примут участие 134 конкурсанта в 3 возрастных категориях. Это школьники, студенты и специалисты. Чемпионат «Обилимпикс» пройдет по 18 компетенциям. Это кондитерское дело, предпринимательство, медицинский и социальный уход, мультимедийная журналистика и многое другое. 1000 дней до старта. В Усть-Алдане запустят обратный отсчет до 30-х спортивных игр народов Якутии. Сегодня в Барагонцах пройдет крупный форум, где будут чествовать победителей и призеров прошедших игр в Амге. Также проведут дискуссионную площадку по благоустройству территорий и издательству книг. В этот же день состоится совещание оргкомитета, на котором обсудят ближайшие планы по подготовке к играм. К этой минуте у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь. Спасибо, коллеги. Мы продолжаем наш эфир. У нас в студии гость Александр Владимирович Дауркин, директор IT-парка Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Буквально недавно в Казани состоялось такое большое крупное мероприятие, где принимал участие глава нашей республики Асен Сергеевич Николаев в качестве почетного гостя и смог оценить ряд проектов, которые были там представлены. Что это был за цифровой прорыв? Да, это был довольно масштабный проект, и самое показательное, что он вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников. Там было довольно интересно, и были участники со всей страны. В том числе было 23 участника из нашей республики, потому что город Якутск вошел в число 40 городов, в которых вообще проходили отборочные этапы. И было там 20 основных направлений, плюс еще были дополнительные направления. Множество команд, то есть довольно сильная конкуренция, и были интересные решения, а потом жюри, которое было весьма представительным, то есть начиная от первого заместителя правительства России, да, и жюри как бы, высоко оценивало, что довольно качественное решение, и ребята все молодцы, хорошо поработали. Вот, и этот хакатон стал, то есть теперь он станет ежегодным, да, потому что это был, так скажем, эксперимент, и он был признан успешным, и теперь он будет повторяться. Участвовали ли представители нашей республики с какими-то проектами? Да, было 6 команд из города Якутска, и они участвовали в разных направлениях, то есть в каждом направлении было свое, так сказать, задание. Были задания, то есть, наши команды участвовали не во всех, конечно, направлений было слишком много. И у нас, например, были участники в направлении виртуальной и дополненной реальности, были там направления по приложению для пассажиров железнодорожного транспорта, там карта покрытия, потом мобильной связью, да? То есть, разные были направления. Наши ребята тоже хорошо поработали. Где-то, может быть, не так, так сказать, хорошо были оценены их работы. Допустим, меня удивило, что одна команда сделала, в общем-то, уже такой прототип, который состоял из аппаратного, да, из аппаратной части, из программной части, и не так высоко оценили их именно техническую сторону, хотя вот именно техническая сторона, мне казалось, что у них очевидно сильная. Вот, но конкуренция, я говорю, была довольно сильная, и на самом деле команды получили очень большой опыт, и я это очень ценю, что мы не просто вот как бы у себя внутри как бы устраиваем какие-то там соревнования, да, соревнуемся между собой, но в том числе и вот наши команды выезжают и соревнуются с другими командами, и
и получают вообще бесценный опыт на самом деле. От этого здесь станет все гораздо интереснее. А что дает вообще республике участие в подобного рода мероприятиях? Потому что иногда говорят, зачем ездить, тратить средства, а в какой плюс в этом? Я вижу в этом множество плюсов, и даже если не рассматривать какие-то репутационные, имиджевые, я занимаюсь здесь уже не первый год проведением хакатонов, и я прям, во-первых, я верю, что это не бесполезно, от этого есть неочевидные даже плюсы иногда. И участие в иногородних хакатонах, оно усиливает все это, потому что, вариться в собственном соку, это не очень, так скажем, то есть развитие от этого не такое большое. А тут ребята посмотрели, как это происходит в других местах, поконкурировали там с московскими, питерскими ребятами. И они сами были очень довольны, что это такое ощущение очень интересное, и у них стимул развиваться, и они, в принципе, и поверили в себя, может быть, больше, что они не просто там в Якутске могут с кем-то соревноваться, они на российском уровне вполне себе конкурентоспособны. То есть какие-то проекты удалось там тоже посмотреть, как реализуют, и, возможно, они здесь будут тоже экстраполированы, понимаю, да? Может, да. И хотел бы еще тоже отметить, что, допустим, один из проектов наших из Якутска, ему уже обещано, что он будет поддержан Министерством промышленности Российской Федерации, ему будет найден промышленный партнер, и есть высокие шансы, что этот проект не просто на хакатоне случился и после этого его забыли, а что он действительно пойдет в жизнь. Потом некоторые другие наработки, возможно, тоже, так скажем, продолжат свою жизнь. У вас есть еще один информационный повод, это стартап-экспедиция. Что это за проект в цифровом развитии? Да, это очень свежая, так скажем, новость. Мы буквально несколько дней назад провели первый этап стартап-экспедиции. Всего этих этапов будет 11 по количеству регионов в Дальневосточном федеральном округе. Это впервые такая вообще инициатива проводится, потому что регионы все разные, где-то там технологическое предпринимательство там более развито, где-то менее. И бывало такое, что, например, в Якутску много внимания уделяется, Владивостоку, но другим регионам как-то меньше. А тут мы проводим такое мероприятие, которое, оно именно экспедиция. Оно нацелено на то, чтобы объехать все регионы, посмотреть не издалека, а прямо на месте, очень хорошо посмотреть, какие там есть проекты, какие есть ребята, и в том числе еще и наладить сотрудничество институтов развития. И первый этап уже мы провели, и он прошел успешно. Самое интересное, что были, так скажем, выявлены проекты, о которых мало кто знал. То есть это не просто так, что поехать и посмотреть тех, о ком уже знали. Находятся все равно какие-то новые проекты, и они вовлекаются в общую работу, и они попадают, так скажем, на радары институтов развития, что поможет им развиваться более успешно. Спасибо, Александр, что подошли к нам в студию. Хочется напомнить, что у нас в студии был директор IT-парка Республики Александр Владимирович Дауркин. Хочется пожелать удачи и новых интересных проектов в рамках даже стартап-экспедиции. На этом я с вами прощаюсь, но не прощаются мои коллеги. Буквально после короткой рекламной паузы они продолжат эфир нового дня. Всем хорошего дня и настроения. Пока-пока.